Ровная дорога заканчивается сразу после поворота с Рамадановской трассы к 5 селам района. Но если до Красного узла еще кое-как доехать можно, то дальше настоящая полоса препятствий. Чтобы добраться до сел Липки, Салма, Вырыпаево и Новотроицкая горка, люди едут по полю. В сухую погоду эта ухабистая грунтовка и то лучше, чем так называемая проезжая часть, которая уже 30 лет не видела капитального ремонта. Вообще дороги нету. Ездим мы кое-как. Осенью, особенно в грязь. Мы еле-еле ходим. А сейчас вот мы ездим по пополю. По грунтовой мы едем. Автобус никакие не ходит. Никакого транспорта нету. Раньше сюда хотя бы по четвергам ходил рейсовый автобус, но теперь и раз в неделю его нет. Местным жителям приходится убивать свои легковушки, добираясь до дома. С работы, из больницы или из аптеки, ближайшей из которых в Рамаданове. А чем ближе к селам, тем глубже ямы. Такое ощущение, что вся дорога состоит из одних только ям. И это, говорят, еще цветочки. В сами села на легковой машине вообще не проехать. Только до остановки в центре. Это вот постоянно здесь дорога такая будет, вся убийственная. А до села Салмы доезжаем, там вообще грунтовая дорога. Там дороги вообще у нас нет. По улицам нет дорог. Там 2 улицы у нас. Дорог нет. Вот приезжает скорая помощь примерно, она доезжает только до центра. Уж скорая помощь приезжает, минутку, скорая помощь приезжает эти вездеходы, УАЗики. И то не соглашаются туда ехать, потому что там колеи одни. Были случаи, что людей на санках везут, хотя бы вот до центра, чтобы там погрузить его в скорую помощь. Алексей Хохлов, житель Салмы, с горечью рассказывает, как его жену, которой подскочило давление, успела парализовать, пока к ней ехала скорая помощь. И все из-за разбитой дороги. Водитель служебной машины несколько часов не мог найти, как подъехать к дому пенсионерки. Жена у меня получила инсульт. Я вот там по этой улице жил, как раз на верхней, там в конце. 5 часов ехал сюда скорая помощь. Не могла проехать. Поехала вот через нижнюю улицу, хотела проехать. Там не проехал, потому что была такая погода, сырая. Вот. Поехали через Рамаданово. Через 5 часов только приехали и забрали ее. Вот, и сейчас все лежит уже больная. А могли бы, может быть, побыстрее, если бы сделали, то бы была бы дорога. То бы, может быть, она и сейчас, так сказать, была в здравии. А сейчас на первой группе. Жители 5 сел почти 10 лет добиваются, чтобы им сделали нормальную дорогу. Обращались и к главе Рамадановского района, и в УПРДОР, и в ГАИ, чтобы оценили, насколько небезопасно здесь ездить. Районные власти обещали починить путепровод, связывающий села с райцентром, до 2016 года. Но обещания не сдержали. Люди писали коллективные письма и в Генеральную прокуратуру, даже обращались на прямую линию к президенту. Но результата так и нет. Последняя надежда местных жителей на помощь главы республики. В 2017 году на предвыборной кампании глава республики затронул этот вопрос и пообещал, что в 2018 году начнется реконструкция данной автодороги местного пользования. Но мы надеемся, что глава республики, как мужчина, как человек, занимающий высокий пост в регионе, он все-таки сдержит свое слово, и жители все-таки начнут ездить по дороге, которая соответствует нормативным стандартам. Ведь эта дорога – их единственная связь с внешним миром. Людмила Чекал, Владимир Ильин. Наши новости из Рамадановского района Мордовии.